Здравствуйте. В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны. Президент России Владимир Путин 24 февраля в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что планы России не входят в оккупацию Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Гость сегодняшней студии Валерий Лютый, председатель Республиканской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», народный депутат Илтумен. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы воевали в Афганистане и очень хорошо знаете, что такое война. Могла бы наша страна не вмешиваться в эту напряженную ситуацию? Ну, вы правильно сказали. И мне пришлось познать, что такое война. Поэтому я не радуюсь этим событиям, но понимаю, что это мера вынужденная. Более того, вам скажу, что эта мера должна была использована уже намного раньше. Тогда, возможно, мы бы сохранили этих 15 тысяч жизней на Донбассе и сотни детей. Это братский нам народ. Мы в Афганистане никогда не делились, украинцы или русские, мы воевали бок боком. И цель наша вот сейчас вот поддержать и как украинцев, те, которые понимают это. Конечно же, там разные сейчас это люди, пропаганда делает свое дело. Но вы понимаете, ведь в свое время, если в историю отклониться, в свое время в Германии народ поддерживал национал-социалистическая партия, которую возглавлял Гитлер. И потом они поняли, что со временем, к сожалению, что это было звериное лицо, это фашистское лицо. И народ Германии был благодарен, что мы освободили Германию от этого фашизма. Вот сейчас я, конечно же, повторяю все время, что народ Украины – это братский наш народ. Пройдет время, и мы все это увидим, и все наладится. Мы соседи, мы граничим. И вот то, что Германия и Англия стремится создать врага в лице Украины против России, вооружить ее, в том числе последнее, что были заявления, и атомным оружием, вот этого допустить никак нельзя. И вот цель хирургически, важно это отметить, это не война, это военная операция, точечно, потому что у нас насколько сильная армия, она военно-технически очень грамотно может это сделать. Вот украинская армия, если бы напала на Донбасс, были бы тысячные жертвы, потому что они бьют по площадям. У них нету высокотехнических войск. Поэтому вот на опережение, сохранение мира надо смотреть в завтрашний день. То, что мы сделали, наше правительство, это чтобы сохранить мир, чтобы мирно жили с нами, мирно существовал наш сосед, наш дорогой брат. Но, к сожалению, власти Украины нас не услышали. А какие у вас мысли по поводу того, как могут развиваться события дальше? Предположить одно точно могу. Это любой вам скажет, что какие-то недовольства, возможно, будут. Я уверен, что наши народы будут обречены жить в мире и согласии, потому что у нас тысячелетняя совместная история победы. И мне трудно представить, чтобы родственники, которые живут и в России, и в Украине, желали друг другу зла. Но я думаю, все будет хорошо. Владимир Путин говорил, что санкции Запада будут в любом случае усиливаться. Станет ли это толчком к ускоренному развитию нашей экономики? И да, и нет. Это сложный вопрос. Почему я так ответил, и да, и нет? Да потому что санкции были и есть, и они найдут причину, и находят причину вводить их. Даже, как они выразились, примитивно, на всякий случай. Еще ничего не сделали, они уже вводят санкции. Но с другой стороны, знаете, вот наша страна умеет мобилизоваться. Это показало Великую Отечественную войну, и во все, когда нам есть такая необходимость. И вот недавно мне понравился тот эпизод, когда совершенно недавно было это, что санкции ввели, в основном вводят на высокотехнологические, наукоемкие такие производства, новации, технологии. Так вот, мы не могли, нам отказали, нарушив договорные обязательства поставки крыла для самолетов.
композитного материала. И наши сделали композитный материал лучше. Посмотрите по вооружению. Мы сделали все лучше и лучше в мире. Мы посмотрите по вакцинам, когда нам же никто бы не дал вакцину. То есть, когда нам нужно, когда действительно, наверное, вот это может повлиять на какое-то развитие. Но давайте честно скажем, санкции все равно ударят по нашей экономике. Но, знаете, когда речь идет о тысячах жизней, не только на Донбассе, на Украине, когда о безопасности страны, когда можно сохранить детей, ну давайте не будем сейчас говорить о выгоде. Я думаю, что временные трудности будут, но настолько у нас сейчас достаточно сильная экономика, у нас есть союзники, у нас есть запасы, мы продовольственно абсолютно независимы, технологически достаточны и наука у нас развита. Я думаю, все будет хорошо. Чем может помочь наш регион в таких условиях? Наш телеканал уже сообщал о готовности принять на работу беженцев компании «Колмар». Какие еще предприятия могли бы последовать примеру угледобывающей компании? Вы знаете, на этот вопрос можно сказать так, что да, помогать надо, и мы готовы помогать, все регионы подключились к этому. Но ситуация меняется ежедневно и даже ежечасно. И вот сегодня уже было сказано, что ЛНР и ДНР прекратила эвакуацию жителей. И те, которые захотят уехать в Россию, они, конечно, могут уехать в Россию. Поэтому это будет очень маленькое количество людей. Я думаю, что мы сможем им абсолютно обеспечить всем, что необходимо, в том числе и работой. 22 февраля телебашня Якутска зажглась с цвета флагов Донецкой и Луганской народных республик в знак поддержки России и их независимости. А чем могут помочь простые якутяне жителям признанных республик? Помогать нужно прежде всего морально, как они попросили. Поддержку, чтобы они знали. Но сейчас они уже знали и убедились, что Россия их не предала. Вот эта вера в Россию, в нас, это вот их 8 лет это их подкрепляло. Вот это, они находились в состоянии войны, бомбежек. В любой момент можно было погибнуть. Поэтому вот поддержать морально, конечно же, развитию экономической торговли какая-то должно быть. Я вам скажу, что я с тех краев, донской казак, но все равно часто ездил в Краснодон, музей молодогвардейцев, вот, которые, это люди вообще в этом регионе, они настолько привязаны к России и патриоты, что когда фашистами воевали, они умирали, но никогда не сдавались. И вот я это хотел отметить, что это люди самодостаточные, трудолюбивые и умные, как и наши якутяне. И они сами себя обеспечить в основном. Я думаю, что России только надо немножко помочь. Валерий Алексеевич, а как вы думаете, могут ли подняться цены на товары бытовой техники, например? Возможно, этим воспользуются многие фирмы, фирмочки, торговцы, начнут поднимать цены на товары необоснованно, потому что, еще раз говорю, эти товары были закуплены совершенно по другим ценам. За этим надо следить. Я знаю, что наши активисты Общероссийского народного фронта тоже постараются это отслеживать. И нужно пресекать, обращаться в ФАС, и ФАС должно проследовать такие случаи. Благодарю вас, Валерий Алексеевич, за то, что пришли, ответили на все наши вопросы. Спасибо вам большое. Ну а я напомню, что гостем сегодняшней программы был Валерий Лютый, председатель Республиканской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», народный депутат Госсобрания Илтумен.